Приветствуем всех! В эфире передача Ахмола-112. В нашем выпуске хроника чрезвычайных ситуаций, произошедших в регионе за неделю. Мы расскажем обо всех происшествиях, случившихся в минувшие 7 дней, и о нелегкой работе спасателей. За прошедшую неделю сотрудниками ДЧС Акмолинской области было совершено 49 выездов, из них 24 на пожары и 12 на аварийно-спасательные работы, при которых были спасены 29 и эвакуированы 2 человека. Объявлено 6 штормовых предупреждений, вводилось закрытие движения для всех видов транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения и 31 участках автодорог областного значения. На линию 112 и 101 поступило более 4000 звонков. Прошлая неделя началась для сотрудников ДЧС с аварийно-спасательных работ в городе Степногорске. Спасатели города вызвали для проведения открывания дверей в квартире одного из многоквартирных жилых домов. По прибытию выяснилось, что социальному работнику не открывала дверь ее подопечная. Войдя в квартиру, спасатели нашли лежачую на полу женщину 1930 года рождения. Как оказалось, спасенная упала и не смогла самостоятельно подняться. Женщина была передана карете скорой медицинской помощи. Спасатели района Быржансал ликвидировали возгорание 12 тонн сена. В селе Алга произошло возгорание хозяйственной постройки с переходом огня на корма. Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и ликвидировать горение на площади 3 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В селе Маншук Целиноградского района произошел пожар кровли отдельно стоящей котельной одного из местных ТО. Возгорание ликвидировано на площади 35 квадратных метров. Теплоснабжение не нарушено. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Жительница города Атбасар вызвала пожарных спасателей, так как вышла из квартиры, захлопнув дверь, в то время, пока на плите готовилась еда. Незамедлительно к месту вызова прибыли спасатели, которые попали в квартиру при помощи шансового инструмента. К счастью, пожара удалось избежать. В городе Кокшетау провалился в открытый колодец щенок глубиной в 2 метра. Прибывшие специалисты экстренной службы сначала пытались вызволить животное с помощью петли для отлова, но не дотянулись до пушистика. Позже спасатели приняли решение с помощью альпинистского снаряжения спуститься в яму и достать щенка. Так животное было благополучно доставлено на поверхность. На территории Акмолинской области из-за плохих погодных условий было выставлено 40 блокпостов, на которых имелось скопление грузовых и легковых транспортных средств. На базе департамента был развернут оперативный штаб с участием заинтересованных органов. Силами спасателей и волонтеров ИМИО было организовано обеспечение водителей и пассажиров горячим питанием на блокпостах. В Кокшетау произошло возгорание кровли веранды, пристроенной к частному жилому дому на площади 5 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар полностью ликвидирован в течение 25 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. 2 грузовых и 2 легковых автомобиля остались посреди автодороги Коргалжин-Баршин из-за снежного затора. Поняв, что дороги впереди нет, водители вызвали на помощь спасателей. Сотрудники ОЧС доставили 7 человек в пункт обогрева и обеспечили горячим питанием. В медицинской помощи они не нуждались. Спасенные поблагодарили сотрудников ДЧС и продолжили свой путь на машинах, прибывших из города Астаны. В городе Кокшетау произошел пожар в отдельно стоящем киоске по приготовлению быстрой еды. Огнеборцы ликвидировали загорание за 20 минут с момента поступления вызова на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже электрооборудования. В городе Степногорске произошел пожар в частном жилом доме на площади 5 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи.
Как мы видим, во всех случаях причиной пожара стала человеческая халатность. ДЧС Акмолинской области призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Помните, ваша жизнь и жизнь ваших близких в ваших руках. А это была хроника происшествий Департамента по ЧС Акмолинской области. До встречи на следующей неделе.